Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камшик Шара. Депутаты парламента Республики Абхазия принимают участие в первом международном конгрессе молодежных парламентов, сообщается на официальном сайте Народного собрания республики. Организаторы конгресса видят его в качестве площадки для обмена опытом парламентской деятельности, дискуссии по важным вопросам политического и гуманитарного сотрудничества. Темами обсуждения станут проблемы развития человеческого капитала, цифровая экономика и региональная интеграция. Планируется встреча в Государственной Думе и с руководством федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Завершен капитальный ремонт операционного блока в Республиканской детской больнице города Сухум. Ремонт произведен за счет финансовой помощи компании «Аквафон». Республиканская детская больница – одно из крупных лечебно-профилактических учреждений нашей страны. Однако, несмотря на свой масштаб, во многих отделениях больницы условия оставляют желать лучшего. К примеру, операционный блок больницы не ремонтировался как минимум 25 лет. Ситуация здесь изменилась, когда 2 месяца назад компания «Аквафон» взяла на себя инициативу о проведении капитального ремонта в одном из главных помещений учреждения. Хочу поблагодарить наших спонсоров, это ЗАО «Аквафон», которая неоднократно нам помогала. Но очередной раз они доказали то, что они неравнодушны к нашим проблемам, неравнодушны к тем деткам, которым это будет все помогать, их здоровью. И успели уже испытать, сделано несколько операций в это. Мы, естественно, очень довольны и очень рады то, что у нас сейчас вот такая операционная. На капремонт операционного блока детской больницы компания «Аквафон» выделила 1 миллион рублей. В помещении заменены окна и двери. На полу и стенах выложена новая кафельная плита. Теперь операционный блок стал светлым, просторным и отвечает всем санитарным нормам и правилам. По словам сотрудников «Аквафон», компания стремится всячески поддерживать медучреждения страны. Ведь качественная медицинская помощь – один из важнейших атрибутов системы здравоохранения. В этом году нам исполнилось 15 лет. Это такой был золотой юбилей «Аквафона». В этом году решили точечно помочь медицинским учреждениям республики. Было решено помочь в первую очередь детской республиканской больнице, потому что это единственная больница на всю страну, которая обслуживает всю Абхазию и всех детей, которые находятся на территории республики. В целом мы очень довольны тем, что у нас получилось. Получилось очень аккуратно, чисто. И это те условия, которые заслуживают наши врачи, заслуживают наши детки, семьи Абхазии. Компания «Аквафон» не в первый раз оказывает помощь республиканской детской больнице. Ранее, благодаря финансовой поддержке «Аквафона», было обновлено помещение реанимационной палаты и приемное отделение больницы. Аля Катрапша, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Сухуме состоялся молодежный форум с участием оппозиционных сил Абхазии, партий, общественных организаций и депутатов парламента. На форуме обсуждались проблемы в социально-экономической и политической сфере. Были затронуты проблемы развития сельского хозяйства. Участники отмечали, что сегодняшняя политическая обстановка в стране накалена до предела. И в этой связи руководство страны должно добровольно сложить свои полномочия. В ходе мероприятия также было принято решение о необходимости создания организации, которая будет объединять молодежь. Полную версию молодежного форума смотрите после выпуска новостей. В пресс-центре Абхазского государственного телевидения прошла пресс-конференция представителей Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. Председатель Госкомитета Савелий Читанава и его заместители Мурман Соломка и Тимур Дзыба, отвечая на вопросы журналистов, рассказали о работе ведомства, об итогах и методах борьбы с насекомыми-вредителями. По словам представителей природоохранного ведомства страны, применение пестицидов должно быть весьма осторожным, так как первоочередной задачей является охрана окружающей среды. Поэтому механическое уничтожение, к примеру, мраморного клопа, остается на сегодняшний день самым действенным способом. Также экологи рассказали о результатах борьбы с пальмовым долгоносиком, о завозе новых растений в страну, о сезоне рыболовства, о плане мероприятий по борьбе с браконьерством, а также об итогах борьбы с самшитовой огневкой. Полную версию пресс-конференции вы можете посмотреть в нашей сегодняшней программе. Работа ветом продолжается, особенно в сельскохозяйственных районах Ачимчирского, Гудоводского, Тхватчалского района. А результат, хочу вам сказать, подсчитывается по осени. Цыплят по осени считают, да? А урожай как не было, так и нет.
Но здесь я не буду судить, в чем причина, но по отзывам коллег наших из отдела защиты растений Министерства сельского хозяйства, которая предупреждала, в этом году коричневый мраморный клоп не столь опасен для урожая сельскохозяйственного, в частности ореха фундука, сколько специализированный гриб. К сожалению, это не было услышано, и против гриба, к сожалению, не принимались никакие усилия. И потому урожай, к сожалению. С 10 октября текущего года розничная цена на сжиженный газ увеличилась. Кабинет министров Республики Абхазия постановил установить предельную розничную цену. 1 килограмм сжиженного газа в размере 61 рубль 80 копеек. Предельную розничную цену одного баллона газа объемом 27 литров в размере 680 рублей. 15 октября в Государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялся благотворительный концерт классической музыки под названием «Сила музыки». На сцене Абхазской госфилармонии впервые выступил композитор и пианист, обладатель золотой медали на фестивале имени Прокофьева в Великобритании, стипендиат Ростроповича, член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов Алексей Хевелев. Совместно с композитором на сцене филармонии исполнили произведения абхазских и зарубежных композиторов Государственная хоровая капелла Абхазии под управлением народной артистки Норы Аджинджал. Абхазия – излюбленное место для отдыха российского композитора и пианиста Алексея Хевелева. Именно поэтому в один из очередных приездов пианиста родилась идея о проведении в Абхазии благотворительного концерта, на которую с радостью откликнулся КБФ «Ашана». Ведь у фонда немало подопечных, которым нужна помощь. Таким образом состоялся благотворительный проект «Сила музыки», к которому с удовольствием присоединились Государственная хоровая капелла и певица Мадина Кварацхелия. Дело в том, что летом не состоялась встреча с представителями фонда «Ашана». И родилась такая идея, в принципе, сыграть концерт в Абхазии, поскольку это потрясающая совершенно республика, очень гостеприимная, с потрясающей природой, красотами. И я узнал, что есть такой фонд, который помогает тяжелобольным детям. Дети, конечно, в принципе, это все, что у нас есть. Все, на что мы надеемся, все, во что мы верим. И я посчитал своим долгом договориться о том, что будет концерт благотворительный. Все собранные средства пойдут на лечение подопечной фонда Тамары Тарба, которой необходима дорогостоящая операция в Новосибирске. Стоимость операции более чем 1 миллион рублей. 70% от стоимости лечения оплачивает партнер КБФ «Ашана» Русфонд. Я хочу сказать огромные слова благодарности композитору, так как он, не имея ни родственных, каких-то близких связей, он не рос в Абхазии и выразил такую инициативу провести благотворительный концерт. Нижайший поклон композитору и тем артистам, которые поддержали данную инициативу. Это Государственная хоровая капелла в лице Норы Аджинджал. Также Мадину Кварацхелию очень благодарю за поддержку. И, конечно же, информационного партнера концерта, компанию «Аквафон», которая нас всегда поддерживает в проведении такого рода хороших, благотворительных, добрых мероприятий. Государственная хоровая капелла Абхазии исполнила всеми любимые произведения «Молим тебя, Святая Мария» на музыку Константина Чингелия, на слова Дениса Чачхалия, «Тебе, Бога, хвалим» Дмитрия Бортнянского, абхазскую народную песню «Ранения» и другие. Певица Мадина Кварацхелия исполнила песни Константина Чингелия из «Харузы» и «Любовь настала» Раймонда Паулса под фортепианную музыку в исполнении Алексея Хевелева. В заключительной части концерта состоялась презентация виниловой пластинки композитора под названием «33 октября». Пианист сыграл и другие произведения, в том числе и совершенно новую композицию «Прощание», связанную с его впечатлениями об Абхазии, которую Хевелев написал во время репетиции в филармонии. Очень приятно
И очень жаль, что зал был не полон. Хотелось бы, чтобы больше людей откликались на такие инициативы. И музыка композитора мне неожиданно понравилась. Мне было легко ее слушать, мне было приятно. Уже после концерта мы связались с директором КБФ «Ашана» Мактиной Джинджоли. По ее словам, недостающая для проведения операции сумма в размере более 100 тысяч рублей была собрана. Буквально на днях Тамара Тарба поедет в Новосибирск на операцию, которая подарит ей шанс на здоровое, счастливое будущее. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.